Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Представители предпринимательского сообщества города Канаша и района приняли участие в форуме «Мой бизнес». Основной повесткой мероприятия стало ознакомление с возможностями и преимуществами центра «Мой бизнес», рассказывает Ирина Константинова. В обширном мероприятии принимают участие как действующие предприниматели, так и студенты финансового колледжа, желающие в будущем связать себя с предпринимательством. Им сегодня доводится информация по вопросам существующих механизмов защиты прав и интересов предпринимателей в современных условиях. Как начать свое дело и не прогореть? Республиканский бизнес-инкубатор «Мой бизнес» выступает инструментом повышения эффективности управления бизнесом. Так называемое «одно окно», когда, придя туда, можно получить и бизнес-план, то есть помощь от начала и до раскрутки собственного дела. Мы рады, что сегодня часть проактивных предпринимателей Канаша и Канашского района нас посетила. Вы уже большие молодцы. Печально, что у нас здесь не вся аудитория. Конечно, хотелось бы и лучше, но то, что вы пришли, это уже огромный плюс. Нам с вами нужно быть максимально действительно гибкими в это время, нужно уметь меняться. И я вам, наверное, расскажу один самый главный секрет всех возможных форумов, которые проводятся в Москве, в Питере, да и за рубежом. Основной посыл сегодня – это быть гибким и уметь меняться. Только тот, кто может меняться, подстраиваться под тренды, тот и сможет выжить. Также существуют и новые механизмы поддержки Фонда развития промышленности Чувашской Республики. По завершении основной части встречи прошло обсуждение проблемных вопросов, с которыми сталкиваются предприниматели при ведении собственного дела. Ирина Константинова, Антоний Николаев, Елена Блацева. Вести недели. «Идут по войне девчонки». Под таким названием в преддверии Дня Победы прошла акция в филиале Чебоксарского медицинского колледжа в городе Канаше. На протяжении недели студенты читали стихи, посвященные подвигу медсестер на полях сражений. Вдохновилась творчеством и наша съемочная группа. Поэтические пятиминутки в течение недели в колледже проходят каждое утро. Студенты проводят беседы и читают строчки понравившихся авторов. Посвященным большому и волнующему празднику нашей страны – 75-летию победы над фашизмом. Для нас Великая Отечественная война – это не только прошлое. Ее дыхание многие чувствуют и теперь. Ведь она круто повернула всю жизнь страны, вошла в каждый дом, в каждую семью. Нетлеющие с годами стихи в исполнении студентов медколледжа зазвучали сегодня свежо и торжественно. Это о былом Семена Алексейцева, сестра Иосифа Уткина. Стих под названием «Военной медсестре» Анны Винсент и многие-многие другие. Муса Джалиль, «Весна». Палата утром проснулась, дыханием весны полна. Сестра вошла в палату, как ласковая весна. В руках у нее мимозы, свежие, в росе. С улыбкой ожидания на девушку смотрят все. «Ребята!» – она сказала, «весна вам подарок шлет, и жаворонок сегодня о вас поет». На сегодняшний день в учебном заведении обучаются более 500 студентов. И каждый из них участвует в общественной жизни не только муниципалитета, но и республики. Обучение проходит по двум специальностям – сестринское дело и сестринское дело с углубленной подготовкой. Наше образовательное учреждение было основано в 1935 году. Много времени прошло. Нас потом реорганизовали. Мы стали филиалом в 2006 году. Но мы сохраняем свои традиции. Наши выпускники, они становились президентскими стипендиатами, они становились профсоюзными стипендиатами. Они у нас участвуют во всех волонтерских движениях города. Они у нас очень активные. У нас своя традиция в образовательном учреждении, потому что мы занимаемся не только учебной работой, но и воспитательной работой. Мы воспитываем детей, чтобы они были патриотами своей родины, своей страны, потому что медицинская сестра, ее теплые руки, ее внимание, ее чуткость всегда нужны людям. А сейчас, помимо этого, нужен еще и большой профессионализм.
профессионализм, потому что наука и медицина не стоит на месте. У нас появляется новое оборудование, у нас появляются новые методики, и мы должны быть всегда впереди. Татьяна Эдуардовна более 40 лет тому назад отдала свое сердце профессии медика и ничуть не пожалела. А теперь уже дети пошли по стопам родителей. Историю своей родины нужно помнить и чтить. Для этого здесь размещен уголок, посвященный ветеранам и тыловикам, трудившимся в Канашском медучилище. Такое название носило учебное заведение в недавнем прошлом. 2020 год объявлен годом памяти и славы, и поэтому наш колледж тоже не остается в стране. Мы чтим подвигов медиков, также мы читаем литературу об этом, учим стихи, проводим некоторые мероприятия, рассказываем стихи, по колледжу ходим. О медицинском колледже, который располагается в городе Канаш, я узнала из интернета, то есть из афиш. И решила? Да, и решила поступить сюда, потому что тут красивая архитектура, это во-первых. Во-вторых, мне учителя сразу понравились. Идейным вдохновителем акции выступила библиотекарь Анна Сергеева. Она помогла ребятам с выбором стихов и литературы. В честь 75-летия Великой Победы мы решили провести ряд мероприятий. Первая часть акции под названием «По войне идут девчонки» мы решили посвятить медицинским сестрам, которые проявили мужество, подвиг во время Великой Отечественной войны. И все стихотворения, многие стихотворения об этом рассказывают сами будущие медики своим же сокурсникам. Это, мне кажется, проявление любви, уважения к своей будущей профессии и играет очень огромную роль в воспитательном процессе. Далее мы решили также завершить эту акцию и посвятить году славы и памяти, который будет рассказывать также о подвиге медиков во время Великой Отечественной войны. И эти мероприятия, эту воспитательную часть мы продолжаем в течение всего учебного года, учебного процесса. И я хочу сказать, что весь педагогический коллектив и все студенты, обучающиеся здесь, идут всегда навстречу. Военные стихи нужно учить, потому что наши предки воевали за нашу родину, и мы должны знать и чтить их память. Все мы учим сейчас стихи на эту тему. Все очень готовимся, и мы успеваем не только учиться, но и участвовать в таких конкурсах. Впереди у студентов, конечно же, много планов, и для их достижения они внемлют всем советам преподавателей. Ведь основная их часть с многолетним опытом работы, и к ним точно стоит прислушаться. Ирина Константинова, Константин Садюров, Елена Блацева. Вести недели. Как должны проводиться общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах, что это такое и какие вопросы могут там обсуждаться? Об этом нам рассказал председатель Совета, общественный эксперт объединения членов Советов многоквартирных домов и правлений ТСЖ города Канаша Михаил Александров. Добрый день. Настала пора годовых общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. И нам кажется необходимо разъяснить основные понятия из жилищного законодательства, касающиеся проведения этих собраний. В первую очередь тем собственникам, которые не имеют большого опыта в участии в таких собраниях, молодых или недавно купивших квартиры в многоквартирных домах. В Жилищном кодексе Российской Федерации, как ни странно, четкого определения понятия «многоквартирный дом» отсутствует, но его можно найти в постановлении правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года номер 47. Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещении общего пользования в таком доме.
Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством. Теперь о собственниках помещения. Каждое жилое или нежилое помещение в многоквартирном доме находится в чьей-либо собственности. Участвовать в общем собрании и, соответственно, принимать решения относительно общего имущества МКД могут только собственники помещений или их законные представители. Не собственники помещений могут присутствовать на собрании. Например, это жители, проживающие в доме на основании договоров найма, или представители юридических лиц, которые на основании договоров аренды помещений занимают отдельные помещения в многоквартирном доме. Но такие лица не имеют права принимать участие в голосовании. Жилые и нежилые помещения в доме принадлежат собственникам на праве собственности, которое должно быть подтверждено документально. Собственником помещения в МКД может быть физическое лицо, юридическое лицо, государственная организация или муниципальное образование. Каждый собственник имеет право решать вопросы, которые касаются общего имущества в доме, и высказывать свое мнение по этим вопросам путем голосования на общем собрании. Если все помещения принадлежат одному собственнику, все решения по вопросам, которые должно принимать общее собрание, такой собственник многоквартирного дома принимает единолично и оформляет их в письменной форме. Будущий собственник помещения, который имеет на руках акт приема сдачи, но еще не оформил право собственности на помещение, может принимать участие в общем собрании и решать вопросы управления и содержания общего имущества, которые относятся к компетенции собрания. Такое право предоставляется сроком на 1 год со дня выдачи разрешения на ввод помещения в эксплуатации по части 1.1 статьи 44 Жилищного кодекса. Документами, устанавливающими право собственности на помещение жилое или нежилое, право собственности на недвижимость являются регистрационные удостоверения о передаче жилого помещения в собственность. Оно выдавалось администрацией города при приватизации квартиры в начале 1990-х годов. В одном удостоверении указаны права на недвижимость, квартиру, жилую комнату собственника или собственников с общей долевой собственностью. Второй документ, наиболее распространенный, это свидетельство о государственной регистрации права. Выдавалось до 15 июля 2016 года Управлением Федеральной регистрационной службы по Чувашской Республике отдельно каждому собственнику квартиры или доли в общей долевой собственности на квартиру. Вот так оно выглядит, вот это свидетельство, на одно физическое лицо. С принятием федерального закона от 3 июля 2016 года номер 360 с 15 июля 2016 года все операции с недвижимостью совершаются только при представлении выписки из ЕГРН. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав, это единый документ, в котором содержатся сведения об объекте недвижимости, квартире, всех правообладателях, вид, номер
и дату государственной регистрации права, документах, основаниях, ограничениях обременения права. Это более объемный документ в любом случае, если даже один собственник, или вот как в этом случае, когда общая долевая собственность принадлежит 4 физическим лицам. Это все на одну квартиру. На основании этих правоустанавливающих документов составляется реестр собственников помещений в конкретном многоквартирном доме. Введение реестра и внесение в него необходимых изменений и дополнений является обязанностью управляющей организации. Содержание реестра конкретизировано в приказе номер 44 от 28 января 2019 года. Приказ издан Минстроем Российской Федерации. Этот реестр является основным документом для определения как общего количества голосов собственников помещения в МКД, так и количества голосов каждого собственника помещений на общих собраниях собственников помещений. Реестр является обязательным приложением к протоколу любого общего собрания. При отсутствии реестра или его несоответствие требованиям Жилищного кодекса и приказа Минстроя Российской Федерации, правомочность любого решения общего собрания неотвратимо ставится под сомнение. Инициирование общего собрания собственников помещения как индивидуально, так и совместно с другими собственниками помещений в данном многоквартирном доме является правом любого собственника помещения, а также правом управляющей организации, управляющей этим домом на законном основании. Жилищный кодекс установил и случаи, и сроки, когда общее собрание не только может, но обязательно должно быть созвано и проведено. Часть 1 статьи 45 однозначно обязывает собственников помещений в многоквартирном доме ежегодно проводить годовое общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. Если иное не установлено общим собранием, годовое общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в течение 2-го квартала года, следующего за отчетным годом, в порядке, установленном вот этой статьей. Для принятия решения по отчету управляющей организации обязана ежегодно в течение 1-го квартала предоставить Совету многоквартирного дома свой письменный отчет о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за предыдущий год. 1-й квартал, как известно, заканчивается 31 марта. Отчет составляется по форме, утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации номер 882. Совет многоквартирного дома вносит годовому общему собранию предложение о признании деятельности управляющей организации за отчетный год удовлетворительной или неудовлетворительной. В случае невыполнения собственником помещений своей обязанности провести годовое общее собрание, оно должно быть проведено в течение 2-го полугодия по инициативе управляющей организации или по результатам внеплановой проверки жалобы на нарушение порядка и сроков проведения годового общего собрания по инициативе органа местного самоуправления администрации города во исполнение части 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса. Другой случай обязательности созыва общего собрания администрации города – это невыполнение собственниками помещения в МКД с 4 и более квартирами своей обязанности избрать совет многоквартирного дома
или если это решение об избрании Совета многоквартирного дома не реализовано. Часть 2 статьи 162 Жилищного кодекса обязывает орган местного самоуправления в 3-месячный срок созвать общее собрание собственников помещений, в повестку дня которого включаются вопросы об избрании в данном доме Совета многоквартирного дома, в том числе председателя Совета многоквартирного дома, или о создании в данном доме товарищества собственников жилья. Все собрания, кроме годового, жилищным законодательством определяются как внеочередные. Указано, что общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может проводиться посредством очного голосования, совместного присутствия собственников помещений в данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Заочного голосования опросным путем или с использованием системы в соответствии со статьей 47.1 Жилищного кодекса. И третий способ – очно-заочного голосования. Приказ номер 44 Минстроя Российской Федерации устанавливает, что при любом способе проведения собрания решение собственников оформляется в письменном виде бюллетеня или листа голосования и обязательно прилагаются к протоколу собрания и копии протокола. О полномочиях общего собрания, круге вопросов повестки дня, кворуме для принятия решения по вопросу повестки дня, требованиях подсчету результатов голосования и установления факта принятия решения или отклонения проекта решения по вопросу повестки дня члены Совета нашего объединения расскажут в последующих передачах Канашской студии телевидения. Благодарю за внимание. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя и близких. Чаще мойте руки и старайтесь меньше выходить из дома. Удачной вам недели. До свидания. Добро пожаловать в магазин низких цен «Светофор». Готовитесь к садово-огородному сезону? Есть повод накрыть богатый стол? А может быть, ищете для близкого человека подарки? Закупайтесь в «Светофоре». У нас вы найдете товары по выгодным ценам. Макаронные изделия, крупы, консервы, подсолнечное масло, колбасно-сырные изделия, мясо, всевозможные сладости, бытовая химия, посуда, товары для сада и огорода. Все для вашего стола и дома. Мне очень нравится этот магазин, я практически прихожу сюда. Ну, приезжаю я вообще с другой республики, если честно. Я приезжаю из Татарстана. Ну, раз в месяц это точно. И как бы мне нравится здесь выбор. Вот посуда здесь очень недорогая. Макароны, да, вот так же, вот так вот. Колбасные изделия, да. Ну, как бы вот, ну, да, вот. Мне нравится. Супер. Не переплачивайте, ищите выгоду у нас. Уважаемые покупатели, поздравляем вас с наступлением весны. Магазин «Светофор» предлагает вам весеннюю продукцию, сезонные товары, постную продукцию. Магазины «Светофор» напрямую сотрудничают с производителями, поэтому мы можем предлагать цены ниже рыночных на 20-30%. Постоянные скидки предлагаем, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Реальная экономия семейного бюджета. Хотите проверить? Приходите в «Светофор» всей семьей. Большой ассортимент постной продукции. Вместе с нами поход за продуктами «Праздник». Нам очень нравится по цене и качеству. Есть, конечно, очень цены низкие и качественные есть продукты. Покупаем сыр, творог и рыбные.
И особенно нам нравится морская капуста. Я рекомендую всем приезжать. На самом деле цена тут очень низкая. Еще для сада, огорода очень много тут. Всякие удобрения покупаем. Еще пластиковые всякие для бани. Цена низкая. Нам нравится. Мы даем зеленый свет низким ценам. Изюм темный 1 килограмм 105,90. Чернослив 1 килограмм 137,90. Свинина 1 килограмм 169,90. Парник легкосборный 221 рубль. Приходите в магазин «Светофор» за умными покупками. Экономьте вместе с нами. Низкие цены у нас. «Светофор», город Канаш, Котовского, 4.